решением суда мы этого ожидали. Ура! Почему вы сегодня пришли в суд? Это моя позиция и мой гражданский долг. По причине того, тем более, когда принимаются такие антинародные законы, здесь грех не поддержать. Просто откупились малым. Они видят, что начинаются бунты, начинаются митинги, и они просто отдали небольшой этот кусок для того, чтобы нас разъединить. То есть ожидание их какое, что движение распадется, и тишь да гладь. Мы будем бороться дальше, и отменили компенсации до 3 лет деткам. Мы будем бороться и за это. Я знал, что думал, что прокуратура все равно будет за администрацию, но на судью у меня было больше уверенности, что он будет на стороне истца. У нас 2 детей. Перед тем, как допустим, сейчас это заседание, я находился на больничном 2 месяца, и мы вошли в эту льготу. То есть мы не потеряли льготу. Но если бы, допустим, дальше у нас ее льготы не будет. Сейчас скажут, принеси справку еще раз, подтвердить о доходах. У меня средний подымется, потому что я не буду на больничном, и у меня уже доход, я потеряю эту компенсацию. А это не из-за денег, это нету тут разницы, что мы рвались получить эту компенсацию. Просто тут гражданская позиция, чтобы есть слои населения, у которых намного меньше прожиточный минимум, чем у меня в 2 раза, допустим, даже у нашей семьи в общем. И они от этого пострадают, сильнее. Это просто гражданская позиция. Но я надеялся все-таки, что будет правосудие на нашей стороне. Все, что я мог делать, это надеяться и поддерживать. Мурашки по коже, восторг, и чувство, что правосудие все-таки есть и можно добиться в суде каких-то правильных решений.